Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. По данным Министерства обороны России, безвозвратные потери в ходе боевых действий на Советско-Германском фронте с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года составили 11 миллионов 444 тысячи 100 советских военнослужащих. Источником послужили рассекреченные в 1993 году данные и данные, полученные в ходе поисковых работ вахт памяти в исторических архивах. Согласно этим данным, умерло от ран 6 миллионов 329 тысяч 600 человек. Небоевые потери. Умерло от болезней. Погибло в результате происшествий. Осуждено к расстрелу 555 тысяч 500 человек. Пропало без вести. Попало в плен 3 миллиона 396 тысяч 400 человек. Во время Великой Отечественной войны всего пропали без вести и попали в плен 4 миллиона 559 тысяч военнослужащих, а вернулись из плена 1 миллион 836 тысяч военнослужащих. Не вернулись 1 миллион 783 тысячи 300. Об остальных и по сей день ничего не известно. Каждый не вернувшийся солдат с поля боя, пропавший без вести, убитый в концлагере – это чей-то любимый и долгожданный человек. И сегодня мы скорбим всей страной вместе с родственниками и семьями тех, кто дал жизнь за наше будущее. Сейчас мы находимся рядом с проходной завода «Ижсталь». Здесь с 1967 года горит вечный огонь, рядом с монументом воинам-металлургам, павшим в боях за Родину во время Великой Отечественной войны. Ижевские металлурги поставляли металл для производства оружия и военной техники более чем 150 предприятиям страны. Из него ковали головки снарядов «Катюш», корпуса морских мин, коленчатые валы для самолетов, щиты пулеметов «Максим», делали пружины для ковровских автоматов и ижевских противотанковых ружей. Цеха работали на пределе своих возможностей. Ставились рекорды по скорости плавки. В срочном порядке велись поиски заменителей дорогостоящих легирующих материалов. Газогенераторы были реконструированы для работы на дровах и на угле. Выпуск проволоки и калиброванной стали в 1943 году составил 16 100 тонн, что в 1,5 раза превышало проектную мощность цеха. Собственными силами механиков на заводе был смонтирован стан 400 и изготовлен проволочный стан 270. Фронт получил от завода почти 1,5 миллиона тонн стали, 1100 тысяч тонн проката, около 150 тысяч тонн штамповок и паковок, 100 тысяч тонн проволоки и калибровки и ленты. Такое количество металла было произведено за 10 предвоенных лет. Помимо этого подвига, во время Великой Отечественной войны более 2000 сотрудников завода «Ижсталь» ушли на фронт. И, к сожалению, немногие вернулись. Ровно 80 лет назад, в этот день, началась самая страшная и самая кровопролитная война в истории нашего Отечества. Дата 22 июня 1941 года навсегда вошла в нашу историю как день памяти и скорби. В этот день мы отдаем дань памяти всем героям, кто ценой собственной жизни обеспечили нам мирное небо над головой. В этот день мы благодарим все поколение победителей от мала до велика, кто неимоверным самоотверженным трудом в течение долгих 1418 дней помогали ковать победу в тылу. Пусть никогда ни одно поколение наших детей больше не узнает ужасов войны. Низкий поклон и вечная память поколению победителей.